С развитием технологий эволюционируют и способы мошенничества. Злоумышленники проникли в интернет и стали использовать схемы вымогательства с помощью мобильных устройств. В группе риска находятся все, поскольку преступники применяют особые методы психологического воздействия. Продолжит тему Светлана Балеева. Одним из современных видов мошенничества является использование мобильного банка с применением пластиковых карт и электронных платежей. Чаще всего мошенники завладевают персональными данными плательщика с помощью интернет-технологий. Новая троянская программа представляет возможность мошенникам хищения денег не с мобильного, а с банковского счета жертвы при наличии подключенной услуги «Мобильный банк». Мошенники рассылают владельцам мобильных устройств сообщения с предложением загрузить открытку, подарок и тому подобное по интернет-ссылке. Когда мы переходим, значит, по данному сайту, где просят выслать также персональные данные, то есть это пин-коды, реквизиты карты, после чего мошенники подключают услугу «Мобильный банк» или непосредственно через Сбербанк онлайн, завладевая, значит, счетом владельца и по своему усмотрению распоряжаются уже средствами, расположенными на счете. Пройдя по этой ссылке, пользователь вместо обещанного подарка скачивает себе вредоносную программу, которая способна без участия абонента запрашивать баланс, пополнять счет с банковской карты, если она привязана к номеру, и далее выводить денежные средства с лицевого счета абонента на электронные кошельки злоумышленников. Кроме этого, мошенники могут направить на сотовый телефон СМС или позвонить сами, сообщив, что банковская карта заблокирована. Ни в коем случае нельзя связываться с ними, а правильнее будет обратиться в ближайшее отделение Сбербанка. С помощью мобильного банка было похищено довольно много денег, причем суммы у нас варьируются от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. Будьте внимательны, будьте бдительны, думайте, прежде чем совершать какие-либо сомнительные финансовые операции. Этот вид преступления латентный, потому что нередко бывает, что группа преступников, скачивающих деньги с банковских карт, находится в Иркутске, Новосибирске, а иногда и того дальше. За прошлый год в Ленске возбуждено 25 уголовных дел, связанных с фактами мошенничества. Сегодня ленским полицейским достаточно сложно раскрывать мобильные мошенничества. В первую очередь потому, что правоохранительные органы технологически не оснащены, чтобы выявлять онлайн-мошенников. Для того, чтобы избежать потери денег, полиция и представители Сбербанка рекомендуют устанавливать на свои мобильные телефоны антивирусы. Для того, чтобы вообще не сталкиваться с мобильными мошенниками, вовсе откажитесь от услуги «Мобильный банк». Еще один вариант мошенничества – звонок от незнакомца, который в разговоре уверяет, что у сына, у дочери возникли проблемы, но за выкуп можно все уладить. Испуганные родители принимают такое сообщение за чистую монету и несут любые деньги в терминал оплаты, лишь бы помочь своему чаду. Таким образом, злоумышленники пытаются играть на чувствах людей. Если вы столкнулись с подобным мошенничеством, не впадайте в панику, не спешите переводить деньги на незнакомый номер. Сразу же сами призвоните попавшему в беду или тем людям, которые могут находиться рядом с ним. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.